15 января Путин предложил изменить Конституцию, и тогда все гадали, что же он придумал. Оказалось, конституционный переворот. Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Здесь давайте проговорим одну важную вещь. Все пункты поправок, которые могут показаться заманчивыми, промрот, индексацию пенсий и традиционные ценности, нужны только для того, чтобы заманить людей на избирательные участки, потому что поправки предлагаются голосовать одним пакетом, чтобы вместе с борщом и котлетами вы съели нелюбимый винегрет. Поэтому я буду называть вещи своими именами. Изменение Конституции нужно только для того, чтобы обеспечить Путину вечное правление. Уже 10 марта Госдума приняла поправки во втором чтении. Во время пленарного заседания депутатка от «Единой России» и когда-то уважаемая женщина Валентина Терешкова по просьбе народа предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. То зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. Полномочия Путина, напомню, заканчиваются в 2024 году. Потом все эти 24 года правления разом приравняются к нулю. Пуф, как будто их не было. Потом он пойдет на еще 2 срока, еще 12 лет. 2036 год, мне будет 41, а вам? В Государственной Думе вечное правление Путина поддержали депутаты, избранные от Чувашии. Это единороссы Леонид Черкесов, Николай Малов и Алена Аршинова. Справедливороссы Анатолий Аксаков и Игорь Маляков. Воздержался только коммунист Валентин Шурчанов. Против не проголосовал никто. 11 марта срочные путинские поправки были приняты в последнем, 3-м чтении. В этот же день их рассмотрел и Совет Федерации. В Верхней палате парламента Чувашию представляют 2 сенатора-единоросса. Первый президент республики Николай Федоров и бывший директор чувашского бройлера Вадим Николаев. Они, как и абсолютное большинство сенаторов, проголосовали за. 12 марта обнуление сроков Путина рассматривали еще и региональные парламенты, в том числе и наш Госсовет. На обсуждение поправок в главный закон страны чувашские депутаты потратили всего 41 минуту. Против вечного Путина открыто высказался только коммунист Александр Андреев. За проголосовала «Единая Россия» в полном составе. Всего в Госсовете 38 голосов отдано за поправки, 3 воздержалось. Считаю, что рассматриваемый закон о поправке Конституции создает предпосылки для совершенствования демократических основ государства, развития правовой системы Российской Федерации, российских регионов и всей нашей страны. Одно время задавался вопросом, недавно совсем, нужны ли эти поправки Конституции. На мой взгляд, даже в то время эта Конституция не соответствовала нашим национальным интересам, и жить с той Конституцией, которая тогда-то не устраивала нас, сегодня просто невозможно. И вот самый главный камень преткновения на сегодняшний день, я так полагаю, что это изменение сроков нахождения президента на должности. Но опять-таки скажу так, что, на мой взгляд, это соответствует полностью национальным интересам нашей страны и нашим особенностям. Так называемое обнуление сроков для президента России. Предложенная поправка не обсуждалась в обществе и не прошла даже парламентскую процедуру обсуждения. Серьезные изменения так принимать нельзя. Сначала мы увеличиваем срок полномочий с 4 до 6 лет, потом говорим и обыгрываем ситуацию со сроками, 2 срока подряд, с участием Дмитрия Анатольевича Медведева. Сейчас мы обнуляем сроки. Все это и нас настораживает, и очень сильно настораживает население нашей великой страны. Ожидаемые протестные мероприятия в связи с этими поправками, особенно вот этой последней, умело пытаются сейчас остановить через борьбу
с коронавирусом. Во время этой позорной сессии Госсовета произошло еще одно расчехление. Перед самым голосованием с депутатской трибуны выступил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Все еще член «Справедливой России» Николаев рассыпался в комплиментах о гениальности, необходимости и своевременности поправок в Конституцию. Очевидно, то время, которое прошло после принятия закона, действующей Конституции, это 26 лет, очень сильно, скажем так, за это время изменилось. И, конечно же, этому способствует очень бурно развивающийся научно-технический прогресс, цифровая трансформация и много-много других изменений, которые мы с вами в нашей жизни наблюдаем. И президент однозначно сказал, закон будет вступать только после того, как народ выскажется по данному вопросу. То есть, хотя действующее законодательство не требует проведения по данному законопроекту соответствующего референдума, но президент и по его поручению было организовано соответствующее широкое обсуждение и проведение всероссийского голосования. Призываю всех, естественно, поддержать данный законопроект. Он очень важен и значим для развития нашей страны. 14 марта Путин официально подписал поправки в главный закон страны. 16 марта Конституционный суд признал государственный переворот законным. Всероссийское голосование 22 апреля не имеет никакого смысла. Юридически поправки уже вступили в силу. Путин никогда и не собирался уходить. Я против того, чтобы кто бы то ни был нарушал Конституцию. Я не буду нарушать действующую Конституцию. Я никогда не менял Конституции. Посмотрите на этих людей, запомните их имена. Они не представляют наши интересы. Они представляют только самих себя и Путина. Зачем нам такие депутаты? Для нас ничего не меняется. Наша стратегия – умное голосование. Регистрируйтесь на сайте прямо сейчас, и мы уничтожим их на выборах уже в этом сентябре. А потом и на выборах в Госдуму. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и разошлите его своим друзьям и знакомым. Давайте сделаем так, чтобы люди, которые обнулили Путина, потеряли своих последних избирателей и уважение окружающих. И помните, вместе мы добьемся справедливости.